По сценарию вроде должен был начинать. Я хочу пригласить все, кто нас слышит, с Максимом пройти в зал. Попробуем сделать вам очень интересный материал. Он будет и с видео, и с картинками. К сожалению, нам время дали прямо совсем в обеденное время, но тем не менее, кто слышит, кто в холле находится, кто перед зданием Дворца Республики, обещаю, будет интересно. Да, можем начинать. Пожалуйста, уважаемые друзья, располагайтесь. Мы сейчас начинаем, и я смотрю, что здесь остались самые мощные после такого бодрячка музыкального. Сейчас будет погружение в бизнес. Нурлан Еркебуланович один из первых предпринимателей Республики Казахстан с 1992 года в бизнесе. Ну, это, как сейчас принято называть, old school, old money. Вот, именно такой человек с опытом. Что я хочу сказать про Нурлана? На самом деле, человек, который изменяет не только сам себя, но и изменяет тренды. Он привел сюда тренды больших супермаркетов, гипермаркетов, это мега, привел тренды автомобилестроения в Республику Казахстан, и сейчас... Спасибо, Нурлан Максим. расскажет про свой успех. Да, спасибо большое. Вот я вижу, народ все-таки от буфетов начал подтягиваться. Спасибо большое, присаживайтесь. Я не буду ждать, у меня достаточно немного времени, минут 20-25 я буду делать презентацию, и потом мы с Максимом, он задаст какие-то вопросы, и вот наша сессия будет на этом закончена. Наша сессия называется «Выживут те, кто меняются. Вызовы и тренды». Для меня очень важно в бизнесе, чтобы идти в ногу со временем. И сегодняшняя презентация, как меняется автомобильный рынок в мире и с акцентом на Казахстан. И вот первый слайд. Ну, это можете посмотреть содержание, эволюция, NEV, экология, различные взгляды на развитие авто-NEV, новые технологии и перспективы развития в Казахстане. Мне устроители сказали вот отсюда смотреть. И вот мы начинаем летоисчисление с 1672 года, когда в Китае изобрели первую паровую тележку на паровой тяге. И в 1802 году уже появился автомобиль и паровоз. Нажимаю. В 1886 году немецкий изобретатель Карл Бенц был официально получен патент на первый в мире автомобиль ДВС. И следующее, 1900 год. Первый автомобиль в Казахстане привез Курмангали Косшигулов. Очень интересный человек. Сам он родился в 1876 году, учился в Санкт-Петербурге, Институт экономики, там, бухучета, так назывался он. И участвовал в гонках в Санкт-Петербурге, выиграл первый автомобиль свой в жизни. В 1900 году привез его в Казахстан, устраивал гонки, потом стал дистрибьютором этих машин. В 1913 году он решил производить автомобили в Казахстане. И уже привез инженеров немецких. К сожалению, в 2014 году началась Первая мировая война, потом, вы знаете, февральская буржуазная революция, октябрьская, и потом все в 1924 году у них забрали. Но я хочу, чтобы имя Косшигулов все-таки осталось в памяти как первый дистрибьютор в Казахстане, первый производитель автомобилей. В 1930 году окончание эры транспортных средств на паровом двигателе. В следующем, 1992 году, основание нашей компании. И будем говорить, что Казахстан стал суверенной страной, и на этом фоне появляются такие компании, как Астана Моторс. Вот. И, наконец, 2008 год. Тесла запустила массовое производство электромобилей. Таким мы видим первая индустриальная революция 258 лет на паровом двигателе, потом ДВС 138 лет, и это еще не закончилось. И только 16 лет началась автоэра автомобилей NEV. Это новые New Energy Vehicles, то есть автомобили на новой энергии. Так, темп надо высокий держать.
Какие бывают автомобили с какими приводами? Ну вот PHEV. PHEV – это подзаряжаемый гибрид, в котором два усилия на ось и на шасси дается. Это сам, собственно, батарея и плюс это еще ДВС. Но они работают автономно. И поэтому запас хода достаточно большой, 1100 километров, BYD Sound Plus. И у BMW запас хода 650 километров. Следующее. А вот здесь, чтобы вас уже развеселить, вот первый PHEV, на котором я недавно проехал, это танк 700 в городе Баодинь. Это недалеко от Пекина. И это было всего 2 месяца назад. Я на танке 700 ощутил, что такое PHEV. Машина весит 3,6 тонны. И мы разгоняемся на полигоне с 40 градусов поворот 200 километров в час. И вот ощущение, которое мы испытываем. Чуть-чуть сделали меньше звука, эмоций было разных, много. Я как большой начальник сел впереди машины на переднее сиденье, но испытывал ощущение, как будто я в Диснейленде на американских горках. Вот наш инструктор-водитель разгоняет, видите, спидометр. 200, машина не вибрирует, вы видите, едет ровно, и мы заходим в поворот 40 градусов. То есть технологии PHEV, они удивительные. Машина разгоняется до 100 км в час за 5,4 секунды. Это машина, которая весит почти 4 тонны. Ну, я уже поверил в китайский автопром и уже не стал здесь тормозить инструктора. Все нормально, мы доехали. Машина Tank 700 появится осенью уже в Казахстане и будет реализовываться в наших автоцентрах. Вы представляете, какая скорость, да? В Китае эта машина демонстрировалась на Пекинском мотор-шоу всего 2 месяца назад. И через буквально 3-4 месяца она будет уже в Казахстане. Так, мы идем дальше. REEV. Это вообще удивительная машина. Это где роль ДВС подзаряжать батареи. То есть ДВС сама усилие на ось не передает никакую кинетическую энергию. Она передает энергию на батарею. А батарея удлиняет дальность хода. Таким образом, ну вот, например, совокупный запас хода у BYD Yangwang U8 1000 километров. 1000. Но самое удивительное будет еще дальше. REEV – это самая интересная машина, я считаю, с точки зрения эксплуатации. И она тоже будет в Казахстане уже до конца этого года. Так, что у нас следующее? BEV – это чистая энергия, Battery Electric Vehicles. То есть это чистая батарея. И вы видите Tesla, у нас много в городе, Hyundai Ioniq 5, она тоже в продаже. У нас много разных там зикров и так далее. Когда наш Аким Досаев ввел ограничения на ввоз, на въезд на Чембулак машин с ДВСом, было резко прям рост продаж. И там из списка Forbes я с одним товарищем разговаривал, он мне хвастается, купил электрическую машину китайскую, ой, класс, а какая машина? Минут 5 он не мог вспомнить название, потом позвонил водителю. Вот так китайский автопром электрический входил на наш рынок. Так, и, наконец, FCEV. И вот сейчас будет интересный репортаж. Это автомобили, которые преобразовывают, в данном случае, водород, встречается через мембрану с кислородом, образуется химическая энергия, которая идет на батарею, и выделяется водичка. Я вам покажу очень сейчас интересное видео, как я познакомился первый раз с водородной машиной. Вот, пожалуйста, здесь перерывать не буду себя. Машина на водородном двигателе, и сейчас из выхлопной трубы вместо отработанного газа CO2 польется чистая водичка, которую можно будет выпить. Can we drink after engine? Clean water. Вот смотрите, я такой не видел никогда в жизни. This water is pure water. I can drink that. It's fantastic. It's the best advertising. Смотрите, это лучшая реклама водородного двигателя. Вот инженер, который разрабатывает эти двигатели, выпивает воду.
фантастика. Это сегодняшний день, эта машина ездит. Я впервые увидел, много читал. Таких машин продается, к сожалению, немного. В прошлом году в Китае продали 4300 машин. Пока очень сложная станция по водороду. Пока сжать и сделать жидкий водород, это очень сложно. Про аммиачные двигатели я уже не стал даже в эту демонстрацию делать, потому что это больше из того, что делается в научно-исследовательских институтах. Но когда вместо СО2 из выхлопных труб капает водичка, и которую на моих глазах инженер выпивает, это меняет отношение к автомобилю, это просто создает мир интересным. И дальше. Я вам покажу сейчас научно-исследовательский центр RD Great Wall Motors в Баодине. Это юго-восточная часть Китая. Я просто хочу вам продемонстрировать, как китайские компании относятся к исследовательскому центру. В этот исследовательский центр было вложено $600 миллионов. Нас пустили, понятно, только на первый этаж. Но такой RD-центр я не видел ни у Toyota, ни у BMW, ни у многих компаний, у которых я был раньше. Вот, пожалуйста. Вот здесь придумывают машины. Можете себе представить? Такое ощущение, что мы попали в будущее. Вон там стоят эти машины, мы их позже покажем. Hi, kid. Hey, Very nice. beautiful building. Welcome to Great Wall Are Motors. you impressed? Impressed. Окей. Кита наши нравится все. Кит Симмонс – это наш член Совета директоров. Он сам работал и на Ягуаре, Range Rover, и он проработал 24 года Toyota Motor Corporation в городе Нагоя. Но он такого нигде не видел. И я смотрел на Кита, потому что у него, понятно, больше горизонт то, что он видел, и он был восхищен. И еще одно видео. Это уже не видео, это слайд. Вот многие спорят, да, например, электромашины это хорошо или плохо. Вот за это меньше углеродный след авто-NEV, низкие эксплуатационные расходы, комфорт и удобство от вождения. Но есть против, есть экологические последствия производства электромобилей и есть ограниченная инфраструктура. И всегда помните, что на конце розетки самого красивого электромобиля все равно дымит пока электростанция, которая работает на сжигаемых углеводородах. К сожалению, это так. Но при этом NEV по выбросам, в эксплуатации все равно создает меньше выбросов СО2 в атмосферу, чем машина ДВС. Но при этом есть разные мнения, и мы начнем дальше не начнем, а продолжим нашу дискуссию. Вот различные взгляды, как будет развиваться авто-NEV. Например, в 2022 году Международное энергетическое агентство предполагало, что в 2026 году во всем мире 50% автомобилей будет продаваться с электрическим приводом или на новых энергоисточниках, а 50% с ДВС. И я сам полгода назад, выступая перед аудиторией, уже предрекал, что в Казахстане в 30-м году будет продаваться 50% автомобилей чистой энергии. Но через полгода, вот буквально сегодня я стою перед вами, и я уже читаю другие новости. И вот новое агентство, американское агентство GD Power, уже предсказывает такую динамику в 2031 году, что будет 50/50 в мире. Но есть страны, которые в этом году уже достигнут 50% продаж автомобилей на чистых источниках. И мы двигаемся дальше. Вот, например, взгляд Акио Тойода. Это правнук основателя Тойода. Мне посчастливилось пообщаться только с внуком Тойода, который приезжал в Казахстан в 1993 году. И что говорит Акио Тойода? В будущем 30% будет занимать полностью электрические авто, остальные 70% будет занимать гибридные водородные автомобили и авто с ДВС. Миллиард жителей нашей планеты не имеют доступа к электричеству и ограничит выбор
дорогими транспортными средствами было бы неправильно. И давайте я вам покажу один сюжет, который я снял в Японии в этом году на острове Окинава. Это тоже будет интересно. Тем временем тенденция Японии. Коллеги, посмотрите, машины стоят, мы в Японии, на острове Окинава, желтые номера. Вся Япония забита вот этими малолитражками с желтыми номерами. Объем двигателя меньше, чем 650 кубических сантиметров. Соответственно, у них здесь какие-то льготы есть по налогообложению, другие преференции. То есть они пошли по типу не электромашин, а по типу экономичных. Это Япония. В Японии я видел электрическую машину, одну на 20 вот таких машин. Их называют мини-кары или по-японски кей-кары. Кей-кары – это машина до 650 кубических сантиметров. Япония меняется не очень быстро. Это очень консервативная страна, и они считают, что ДВС можно сделать тоже не вредным, очень приятным и очень правильной машиной для окружающей среды Японии. Поэтому Akio Toyota пока не торопится, и все компании японские, Mitsubishi, Mitsubishi, Honda, Nissan, они пока не торопятся переходить на электромобили. И большинство их машин, 65-70%, производится именно ДВС, но двигатель компактный 650 кубических сантиметров. И вот, наконец, компания BYD, которая сейчас поднимает прям революцию среди всех автогигантов в 2023 году. В прошлом году они зашли в десятку, стали с объемом продаж 3 миллиона автомобилей, они стали 10-м автоконцерном в мире. Эта компания зарегистрирована была в 1996 году как производитель батарей для телефонов. И первую машину они сделали уже в 21 веке. То есть это не столетние там This is not BMW, a это не 100-year BMW. This is not a 90-year-old это компания, Toyota. которая It's a company that буквально она has даже just- моложе нашей компании Astana Motors. it's even И вот, younger than our мистер company. Ван Чуаньфу, и он провозгласил цель BYD охладить Землю на 1 градус. Давайте поаплодируем такой великой, хорошей идее. Я с ним уже несколько раз встречался в рамках различных поездок. Он приезжал в Алмату в прошлом году. И я ездил уже в Шэньчжэнь и на мотор-шоу встречался в Шанхае. Это удивительный человек, он доктор химических наук, очень продвинутый. Он пишет, что NEV неизбежная тенденция. И он предсказывает, что в этом году уже в Китае будет 50%. И мне кажется, что это случится. Что касается компании BYD, они произвели, вот смотрите внимательно, 1,8 миллион машин в 2022 году. В 2023 году они произвели в прошлом году 3 миллиона автомобилей. Это все на чистой энергии. Они не делают машин с ДВС, они никогда не делали. В этом году они сделают 5 миллионов автомобилей, в 2027 году они сделают 10 миллионов, и в 2030 году они станут, по его словам, они станут компанией номер 1 в мире. И вот мы посмотрим, у меня тоже там репортаж. Это я на их заводе в Сиане, завод обалденный. У них вот сейчас покажу, как я на ЛРТ езжу. Не буду про наш ЛРТ вспоминать. Они построили ЛРТ на заводе, чтобы сотрудники могли из апартаментов своих приехать на завод. 8 станций. Пока я ехал 8 станций, я видел больницы, спа, стадионы. Это город в городе. Пожалуйста. Находимся в городе Сиань, BYD. Это ЛРТ для того, чтобы люди могли из общежития ездить на работу. И они сами разработали ЛРТ, Sky Shuttle. Мы ездим, 500 гектар, вот это все завод. Здесь производится на сегодня 300 тысяч машин, а Сиань производит больше миллиона машин. Поэтому промочительно. Каждые 40 секунд выходит одна машина. Вот такой Китай сегодняшний. Здесь кроме общежития на 14 тысяч работает 50 тысяч человек. Внутри есть школы, госпиталь, детсады, спа-центр, фитнесы. Это все на территории завода. Вот мы сейчас едем по территории завода.
8 станций, город в городе Сиань. Вот столовая заводская, можете представить? Оформлена как пятизвездочная гостиница. Я в шоке. Есть куда стремиться. В общем, мы вернулись из Сианя, а мы как раз строим сейчас большой завод в Алма-Ате, в индустриальной зоне, на 200 тысяч квадратных метров, которые я в конце расскажу. Но после... Мы же не можем, чтобы у нас все хуже. Теперь мы строим у себя внутри баскетбольный, волейбольный зал, киноконцертный зал для своих сотрудников и столовую на 2 этажа. Это вот как влияет Китай. И, ладно, не буду отступать в сторону. Опс, куда-то мне нажать надо. Вот, я кому-то лазером пытался. Вот очень интересный слайд. Это противостояние BYD и Tesla. Ну, Tesla, вы знаете, это прям вот компания, которая новатор. Элон Маск, он всем мозг ломает. И 13 лет назад, в 2011 году, Элон Маск смеется над BYD. Вы послушайте прямой текст, очень занимательно. Although there's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different, tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product. Вот такая реакция была у Элона Маска. Следующий слайд. Спустя 13 лет называется. И послушайте реакция, которая была буквально вот месяц назад. Она очень такая распространенная в интернете. И мы подумали, что будет любопытно вам послушать. The Chinese car companies are the most competitive car companies in the world. So I think they will have significant success outside of China, depending on what kind of tariffs or trade barriers are established. Frankly, I think if there are not trade barriers established, they will pretty much demolish most other car companies in the world. So they're extremely good. Последние слова. Extremely good. И сейчас Элон Маск призывает администрацию США ввести 100% таможенную пошлину против китайских электрических машин. Ну, в первую очередь, против BYD. Это всего прошло 13 лет. Вы видите, как меняется весь рельеф мира, экономики, автомобильного производства. Это удивительное время. За 13 лет смещаются ориентиры, и Китай, над которым все смеялись, и в том числе и мы в Казахстане смеялись 13-15 лет назад над смешным дизайном, над их усилиями. Если кто-нибудь 15 лет назад нам сказал бы, что члены из списка Forbes пересядут на китайский автопром, но я бы тоже смеялся. Поэтому ничего страшного, что Элон Маск 13 лет назад посмеялся, но сейчас в его голосе была большая тревога. Вот смотрите, как BYD развивается в этом году. Они в первом квартале произвели больше автомобилей, чем в первом квартале прошлого года. И Tesla. Они произвели в первом квартале этого года, 24-го, меньше, чем в первом квартале прошлого года, 23-го. И это такая динамика. Это вот лидеры автомобильного рынка. BYD продали 1,9 миллиона автомобилей вместе с своими коллегами за первый квартал. Емкость рынка Китая где-то 24-25 миллионов автомобилей. Что-то мне подсказывает, что все-таки предсказания Ван Хуанфу они сбудутся. До конца этого года Китай будет продавать 50% автомобилей на новых источниках энергии. В конце мая, ну это вот буквально все вы получаете очень свежее. В конце мая 2024 года BYD первым в мире выпустил подзаряжаемые гибриды с запасом хода 2500 километров. Вдумайтесь, вы заправили бак
но он литров 60, и заправили батарею. И можете в Астану и обратно съездить на этом автомобиле. Но при условии, что дороги все-таки сделают безупречными между Алматой и Астаной. Совокупный запас хода 2500 километров. Это меняет все отношение к электромобилям. То есть электромобили – это очень важная составляющая вещь нашей жизни. Вот интересная вещь – новые технологии. Новые технологии – это использование AI в наших автомобилях. Сейчас на ваших кадрах вы увидите, что с телефона можно управлять своей машиной, она проедет через ворота, найдет в паркинге свободное место, встанет. Если вы что-то забыли, она к вам подъедет, вы заберете вещи и отправите ее обратно. Когда вы выйдете в торговом центре или в вашем жилом комплексе или в бизнес-центре обратно к машине, она обратно к вам подъедет. Посмотрите, как это работает. Да, водителя нету, как вы заметили. И машина обратно едет к своему хозяину. И это не рекламный ролик. Это то, что уже я видел в Шэньчжэне, в Шанхае, в Пекине. Это уже работает. И давайте еще один ролик посмотрим. Очень интересный. Вот, например, беспилотное такси в Китае. Байду, вы знаете, это китайский Google. Они уже запустили в нескольких городах в Китае беспилотное такси. Я сам видел, но, честно говоря, пока бы я не сел в это такси. Но эти такси ездят. В Китае они используются в дневное время, а вот в Сан-Франциско и в Фениксе они уже используются и в ночное время. Посмотрите, как это работает. Поездка стоит 30 юаней. Это примерно $4,5 США. Воспользоваться услугой могут лишь пассажиры в возрасте от 18 до 60 лет. После нажатия на кнопку «Начать путешествие» на экране дисплея автомобиль предлагает пассажирам пристегнуть ремни безопасности и приготовиться к поездке. Систему автономного вождения представил китайский технологический гигант Байду. И впервые за рулем нет оператора, который бы следил за безопасностью. Вместо этого на переднем пассажирском сидении на случай чрезвычайной ситуации установлен предохранительный элемент. Пассажиры могут наблюдать за проезжающими мимо автомобилями и пешеходами на экране автомобиля, который отображает в реальном времени сигналы, передаваемые с камер и лидаров. И еще одно видео уже с Соединенных Штатов Америки, с западного побережья. Компания называется Waymo. Это такой стартап, который, он уже получил лицензию, используется. Давайте посмотрим. Это Jaguar I-Pace. Они выбрали этот автомобиль как технологичный, и это уже работает. У меня это вызывает, честно говоря, очень тревожные чувства. Вот буквально вчера по Бизнес-ФМ утром я услышал информацию от наших ведущих «Деловое утро», что на одном из форумов ведущий спросил, а какая профессия самая большая в мире, какая специальность? Наверняка вы знаете, кто-нибудь знает в зале. Какие-то предположения, вот просто можно с места крикнуть. Правильно, водители такси. Водители такси. И вот это приходит очень быстро. 2 дня назад с Даниилом я встречался, это один из руководителей Яндекса, и они мне сказали, что в Астане и в Алмате запускаются 2 пилотных проекта беспилотных такси, но не с людьми, они пока боятся, у нас и законодательство не будет работать пока, по доставке грузов.
И это происходит в Казахстане. Это рождает очень много всяких тревожных чувств. Что мы будем делать с людьми, которые сегодня, например, в Алма-Ате, вы знаете, Яндекс это создает рабочие места, это десятки тысяч наших соотечественников, которые водят машины. Это только в Алма-Ате, а сколько в других городах. И что они будут делать? Это много тревог. И еще нравственная проблема. Если человек наезжает на человека, у нас есть закон, как наказать этого человека. Но как можно наказать изобретателя, как можно наказать AI, или как можно наказать какую-то геосистему, которая дала сбой. Это все очень много вопросов. Я думаю, государства их должны решать. Но пока это, видите, в таких городах, как Китай и США, уже начало работать. И следующий слайд. На пекинском автошоу мы встретили Стева Ли. Стева Ли – это CEO компании BYD. Мы договорились, что наконец в Казахстане появится BYD. И мы ее уговаривали, и в принципе она быстро приняла решение. CEO этой компании BYD, я уже называю нашу, мы только подписали с ней дистрибьюторское соглашение, но мы в предвкушении работы с этой компанией. PHEV. Вот я лично сторонник нечистого электромобиля, как бы это странно ни казалось. Я был в разных ситуациях, и однажды мы были в ситуации в Италии, когда батарея закончилась, я такой лихо говорю своим спутникам, сейчас я быстро заправлю эту батарею, выхожу, достаю оттуда розетку, не розетку, как это вот, приемное устройство, будем говорить, да, и пытаюсь засунуть ее. Нет, не так-то и просто. Нужно, оказывается, адаптировать приложение, которое на итальянском языке, потом его оплатить, потом прождать какое-то время, чтобы твои деньги куда-то пришли. Промучишь 40 минут, я так и не зарядил эту машину. А если бы это был PHEV или REV, или другая машина с плагином, с гибридом, я бы смог проехать на этой машине. И вот мы живем в удивительное время. Я вам показываю картинку со Стелла Ли, с которой мы встретились в пекинском автошоу 2 месяца назад. А завтра она прилетает в Алма-Ату. И в воскресенье и понедельник мы будем вести переговоры о будущем BYD в Казахстане. Буквально вчера они открыли в Джизаке в Узбекистане завод вместе с мистером Ваном. В общем, они супруги. Я что-то уже не могу скрывать этот факт. Они приехали вдвоем, CEO и chairman компании, и открыли завод Джизаки. И сейчас Стелла Ли прилетает в Казахстан, и мы тоже будем вести речь о многих наших проектах. И нам, конечно, не хочется уступать соседней стране, нам хочется, чтобы мы вровень шли со временем. Надеюсь, наши переговоры будут успешные. И, наконец, мы подходим... Спасибо за поддержку. Мы подходим к завершающей части. Мы строим вот такой завод, про который я уже сказал, что там будет баскетбольный зал, киноконцертный зал, столовая на 2 этажа, который будет выглядеть как ресторан. Начали мы в ноябре 2022 года, закончим в феврале 2025 года, но само здание, вы видите, уже почти готовая. Она в 2 этажа. Это не очень просто строить 2 этажа. Притом в индустриальной зоне сейсмика 10 баллов. Почвы это глина, все плывет. Поэтому было забито несколько тысяч буронабивных свай с глубиной 18 метров проникновения. Инвестиции 182 миллиарда. Мы заняли деньги в БРК, собственный капитал 30%. И создаем рабочие места, 3600 рабочих мест. Вот. Машина она будет выпускать 90 тысяч единиц. Это все методом сварки и окраски. И у меня все время спрашивают, ну и куда такой объем машин? Дело в том, что мы строили этот завод в строгом соответствии с договоренностью с нашими китайскими партнерами Chery, Havail и Great Wall Motors, с тем, чтобы... Чаньян, Chery, Great Wall Motors, с тем, чтобы они экспортировали в соседние страны, в том числе и Российскую Федерацию, до 60% всех этих объемов. То есть эти договоренности есть, и я думаю, они будут соблюдены. То есть нам дали такие модели на
сварку и окраску, которые абсолютно не будут производиться в соседних странах. То есть это очень хорошая интеграция, очень хорошая синергия между нами и остальным рынком, который будет вокруг нас. И поймите, вот наша компания, прежде чем заняться производством машин, мы же были всю жизнь ритейлерами, авторитейлерами. Мы пришли в производство машин от рынка. Мы знаем, что произвести не так сложно машину, труднее намного ее продать. И, ну, наконец, все-таки я вывод сделаю из нашей встречи, потому что, а вот видео давайте посмотрим. Если есть звук, можно добавить. Завод очень большой, он в 2 этажа. На 2-м этаже будет сварочные цеха, на 1-м сборочные, к северу будет покрасочные камеры, все будет роботизировано, и покраска будет полностью вестись роботами, будут сварочные роботы. Сложное сооружение, не скрою вам, и 400 миллионов долларов – это очень крупная сумма. Если честно, наша компания уже задолженность 1 миллиард долларов. Мы под этот завод заложили наши торговые центры. Мы идем по краям. Если кто-то думает, что нам помогает государство, дает субсидию, там, гарантии, нет, абсолютно нет. Это полностью предпринимательский риск. Но должны быть всегда люди, которые верят в будущее. Спасибо за поддержку. И, наконец-то, вывод. Мы начали нашу презентацию с девиза «Выживут те, кто меняются». Изучать тренды, всевозможные сценарии, предвосхищать сценарии эволюции авторынка, развивать инфраструктуру и бизнес. Мы хотим с оптимизмом смотреть в будущее. На самом деле наша компания уже 32 года на рынке. Мы прошли все стадии эволюции авторынка. Мы начали просто дилерами Toyota. Сегодня мы имеем уже 18 брендов, которые мы дистрибьютируем, эксклюзивные права на Казахстан. У нас это уже строится 4-й завод. У нас 2 действующих завода. 1-й завод мы построили в 2020 году легковой техники Hyundai. Мы верим в будущее. Я слышу очень много фобий в обществе. Зачем нам чего-то делать? Мы казахи, мы должны заниматься сельским хозяйством, агрокультурой, каким-то агротуризмом или экотуризмом и так далее. У нас рядом Китай, с кем мы собираемся соревноваться? Ну, сам Китай. И сама Южная Корея, сама Япония. Я с ними очень часто разговариваю. У меня вот сейчас в гостях Golden Dragon, я сейчас поеду после этой сессии к ним. Они говорят, вы правильно делаете. Мы также шли, и Южная Корея, и Китай, и Япония в свое время. Также брали немецкие, американские автомобили, разбирали на запчасти и начинали делать. Мы понимаем, что мы не создадим, может быть, собственный бренд, но сегодня в Мексике, в Бразилии, в больших странах Таиланд, Вьетнам, где нет собственного бренда, делается огромное количество машин. Если мне скажут, что там много людей, то есть, в конце концов, Чехия, Словения, где население, ну там, не знаю, около миллиона, чуть больше миллиона, 1,5 миллиона. И они производят 1,5–2 миллиона автомобилей. Это яркие примеры, и Казахстану не надо смотреть все время на себя с фобиями. Мы должны верить в будущее. Для меня очень важно, что Казахстан будет развитой страной. Мы оставим своим потомкам развитую индустрию и мощный автопром. Спасибо большое за внимание. Турлан Еркебуланович, спасибо большое за ваше выступление. И действительно, вот этот форум, где мы сейчас, New Vision, форум про будущее. То, что вы сейчас уже делаете историю, то, что вы сделали историю в Казахстане, это ну, ни для кого не секрет, и все мы знаем об этом. Но я бы сейчас хотел задать вопрос про этот форум и про YPO. Что вы думаете про YPO, про Young President Organization и про конкретно данный форум, на котором мы с вами выступаем? Ну, в IPO, я никогда не был членом IPO, не знаю, потому что, наверное, когда-то Нурлан Капаров, основатель IPO Казахстана, обратился ко мне. Я тогда еще не был таким взрослым, как сейчас, но уже был на 5 лет старше, чем он. И я постеснялся войти, потому что там слово «Young» везде впереди стоит. Но сегодня вот ко мне обратился Канат Кобаев, вот, который сейчас руководит в этом году, и попросил выступить вот,
вот с таким, скажем, как это называется все, ну, презентации, будем говорить, да. И я не мог отказать, потому что мне очень приятно, что в IPO собрались люди мыслящие, неравнодушные, которые каждый день идут на какой-то предпринимательский риск, идут вопреки там всем предсказаниям, фобиям, критике. Предприниматели до сих пор не воспринимают общество как самостоятельную такую единицу, которая двигает. И, конечно, я пришел, и вот сейчас, когда я рассказываю, я понял, что я все-таки сделал правильно. Спасибо, Канат. И он сам выходец из Astana Motors, мне это очень приятно еще раз подчеркнуть. И про форум. Вот текущий форум, такая вот событийная площадка. Вот я вижу, что много людей здесь вовлечены, люди, которые хотят развиваться. Как вы видите эту площадку? Как вы видите будущее подобных площадок, если они будут ежегодными? Вот сегодняшнюю площадку. Ой, мне нравится, что здесь никакой нету рецензии, никакой нету критики. Никто не смотрел мою презентацию, и я мог говорить со сцены. Вы не представляете, мы сейчас находимся во Дворце Республики, это бывший дворец Ленина. Я сюда приходил еще пионером, потом комсомольцем, ну вообще молодым человеком. Когда распался Союз, мне было 25 лет, и сейчас я просто кайфую, что мы можем здесь сидеть и прям со сцены рассказывать о будущем, рассказывать о том, о чем мы думаем, причем без всякой цензуры. Я всех поздравляю, что у нас такое качество жизни. Спасибо за ответ. Ну и также исторически хотел прийти в историю. Astana Motors. По сути, Astana Motors сделала Toyota народным автомобилем. И казахские автомобили — это Camry или же Land Cruiser, там 100, 200, 300 — это народный автомобиль. Скажите, вот народный автомобиль сейчас и народный автомобиль будущего, по вашему мнению? Да, спасибо, что намекаете на мою видоизменчивость и на мой прагматизм, но предприниматель должен быть таким. В начале 90-х мы на самом деле сделали Toyota казахстанским автомобилем, казахским автомобилем, если хотите. Land Cruiser это считался прям вот создан для казахов, и где-то 20-25 лет он удерживал очень серьезные позиции. Это был бренд номер один. Все мечтали. Мы сделали ролики, «У любви нет преград», и многие, может, в этом зале помнят его с детства. Это прекрасный ролик был. Но время прошло, а предприниматель — это такое существо, или, ладно, помягче, человек, который должен выживать в любых условиях. И я видел, что Toyota становится более консервативной, более дорогой, недоступной. И как раз мы увидели возможности южнокорейского автопрома в лице Hyundai. Hyundai сегодня номер один компания в Казахстане с продажами 45 тысяч автомобилей, и мы производим все на нашем автомобильном заводе. И корейцы нашли очень такую золотую середину. Это качество, цена, очень красивый дизайн и очень много интересного. Ну, сейчас вообще южнокорейская тема такая в тренде, от фильмов до косметики. И мы посчитали, что это интересно. И я до сих пор сохраняю хорошие отношения с Toyota. У меня шикарные отношения с Южной Кореей. Они видят, что мы начинаем строить завод, то есть не начинаем, а уже скоро заканчиваем завод по китайской технике. Есть, понятно, какая-то ревность, есть иногда чувство дискомфорта у меня, но я им объясняю, почему мы это делаем. Потому что мы живем в стране с малой экономикой, с небольшим населением, и мы должны соответствовать трендам. И я думаю, что китайский автопром рано или поздно, конечно, будет тоже одним из лидеров в Казахстане. Сейчас доля продаж небольшая, там, ну, что-то 10-15%. Но я думаю, что он быстро будет наращивать свое присутствие, особенно после того, как мы закончим завод. Предприниматель должен выживать, предприниматель должен мимикрировать, предприниматель, конечно, он должен остаться порядочным человеком, гражданином, но бизнес — это такая вещь. Ты должен выбирать правильные ориентиры. Поэтому мы будем изучать, и кто не меняется, тот умирает. Спасибо, да. Ну и еще про наше настоящее. Мы приходим домой, ставим на зарядку сотовый телефон, ставим на зарядку часы,
некоторые ставят на зарядку уже сигареты. Зачастую уже начинают появляться люди, которые ставят на зарядку электромобили. И вот все уже в электричестве. И про электромобили вот хотел поинтересоваться. Как вы думаете, развитие электротранспорта у нас в Казахстане, оно вообще имеет место быть? Или для него нужна какая-то поддержка государства, для него нужно будет какая-то еще дополнительные субсидии, возможно, дополнительные, как вот в Америке, там выплачивают деньги автопроизводителям за то, чтобы автопроизводители производили именно электрические автомобили. Как вы думаете, развитие электротранспорта у нас в Казахстане? Ну, я против каких-то субсидий покупателям электромобилей, потому что это рождает в обществе всегда большой резонанс. Почему обладатели ДВС не получают субсидии, а электро получают? И я точно знаю, что это уже, я просто не стал на слайдах показывать, в 2027 году цена на ДВС сравняется с ценой на электромобили. И цена на электромобили с 2027 года будет ниже, чем подобная машина с ДВСом. На самом деле, вот такая компания, как BYD, это покажет уже в этом и следующем годах. У нас будут машины, начиная от 15-16 тысяч долларов. И это электромобили. Поэтому специально какие-то субсидии не надо. Но государство должно какие-то конфетки давать людям, которые выбрали все-таки на новых источниках энергии. Вот Чембулак – это яркий пример, это очень правильно было сделано. Причем для экологии и для людей, которые покупают электромобили. Конечно, нужно развивать инфраструктуру. Государство должно предоставлять парковки. Сейчас мы с акиматом города, не только наша компания, у нас есть компания MyCharge, мы с Телдом развиваем эту инфраструктуру. Но еще 12 или 15 компаний одновременно будут выстраивать инфраструктуру по зарядкам во всех городах Казахстана. Должны предоставлять эти места. Должны, наверное, ну, может быть, разрешить в каких-то случаях, чтобы электромобили могли использовать полосу пассажирского транспорта для автобусов. Это я так не хочу вызывать споры, опять же. Но какие-то мы должны вещи делать. Мы должны морально поощрить этих людей, которые решили все-таки этот город Алмату, Астану или Шымкент сделать чистыми. Так что мы это должны сделать. Спасибо большое. Также хочу сказать, что мы сейчас живем вообще в момент неопределенности. Раньше предприниматели планировали свою жизнь, свою деятельность своих заводов на 5-10 лет вперед. Сейчас мы живем в такое время, когда мы не можем прям точно планировать, но мы прогнозируем на 5-10 лет вперед. Но четкие планы у основы предпринимательства на 1-3 года. И почему так произошло? Вот, например, коронавирус, он внес свои такие серьезные поправки, что вот 2020 год все остановилось, предприятия остановились. Ну, например, вот мы как Учет КЗ, у нас онлайн-платформа, и мы смогли всех отправить на удаленку. То есть наши сотрудники, они не выходя из дома, они могли работать. У нас как в итоге получилось, сотрудники разъехались по миру и работали из-за границы. И хотел вот у вас спросить насчет вот этих вот неопределенностей. Вы сейчас рискуете, по сути, всем заложив свои действующие, хорошо приносящие деньги предприятия, поставив в те заводы, которые начнут окупаться, наверное, только через 3-5 лет там, в операционной окупаемости. Как вы думаете, вот как нам, предпринимателям, просчитывать эти риски неопределенности и что возможно закладывать в эти неопределенные моменты будущего? Вот сколько бы вы ни рассчитывали, да, сколько бы вы ни строили там парадигмы и так далее. Я вот начинал бизнес в 92 году. Вы только вот вдумайтесь, я брал кредиты под 400% годовых. Вот сейчас в этом зале, может быть, ну поднимите руку, кто брал по 400% годовых. Вот видите, это несколько человек, которые, наверное, работали вот где-то параллельно в 90-х годах. Это нереально, это поколение, которое прошло все. Мы прошли и потери рубля, обретение независимости, несколько больших потрясений экономических кризисов 2007-2008 годов. 2015 года, когда на глазах за месяц наша национальная валюта обесценилась 2 раза. В общем, я хочу сказать за предпринимательский дух, интуицию и
ну, хотите там харизму, хотите пассионарность, да, это очень важные слова. Тебе могут прийти, я раньше нанимал много агентств, аналитиков, и все они писали отрицательные заключения. Нельзя торговый центр строить в этом месте, нельзя завод. А вообще зачем вы вот тот проект делаете? И все время как бы даешь умным людям, и они всегда говорят, это вообще нельзя делать, особенно в вашей стране. Но мы делаем, и у нас получается. Поэтому за предпринимательский дух, за то, что надо изменить страну. Это единственный шанс. Мы живем немного жизни, а одну жизнь. Да, спасибо большое. Вот действительно вдохновляете. 400% годовых. Вот прям аплодисменты. Это человек, который... Вот как голова работает, как прогнозируется, как создает трендсеттер. Есть такое слово, это все-таки, наверное, про вас. Это не порода собак, да? Нет, все, ладно. Это человек, который задает тренды, за которым потом дальше уже все повторяют. Ну и вот про Китай. Сегодня вы на презентации сказали, что в начале 1600-х годов в Китае была изобретена первая паровая тележка, которая дальше уже из нее трансформировалась и началось развитие автомобилестроения. Сейчас, в настоящий момент, мы видим, что Китай все-таки лидер. Китай, он технологически уже догнал весь мир. И будущее, ну, мировое будущее. Мы не будем ограничиваться Казахстаном, но мировое будущее. Я думаю, за Китаем. Как думаете, завод, который вы строите, он будет какую территорию экспорта автомобилей покрывать, когда он запустится? Но то, что за Китаем будущее, я хочу сказать, что я сам видел своими глазами. Я проехал очень много городов вот за последние, наверное, 3 года. Это такие города, как Баодинь, Уху, Сиань, Пекин, Шанхай. Но самый город, от которого я до сих пор прихожу в себя, это Шэньчжэнь. Это самый молодой город на планете Земля. Ему 46 лет, население 18 миллионов человек. Я еду по городу и смотрю, что-то не так. Вот еду, мало машин, у них там, знаете, есть синие и зеленые номера. Зеленых номеров больше, потому что Шэньчжэнь единственный город в Китае, где уже 55% машин с зелеными номерами. Там даже в центральный Шэньчжэнь невозможно ехать. И я понял, одна особенность, которую я заметил в этом городе, это тишина. Так как больше 50% автомобилей, вы слышите пение птиц. Это удивительно. Парки, водопады. Это просто удивительно. У них станция, я был на подземной станции, 184 тысячи квадратных метров подземная станция. Они используют пространство под землей. А наверху у них дети. И весь Китай сейчас очень чистый. Поэтому я считаю, что за Китаем будущее. Это была первая половина вопроса. А вторая, вы спросили... Экспорт. Вот завод, который строится. 90 тысяч автомобилей. По экспорту. Но на самом деле, если уже здесь все равно деловые люди собрались, и я скрывать не буду, вы знаете всю геополитику. Китай сейчас не очень активно заходит в Российскую Федерацию, потому что они заходят и в Америку, и в Европу. И, понятно, никто ссориться не хочет ни с Америкой, ни с Европой. Мы находимся и в Евразийском экономическом союзе. Этот завод – это очень прагматичное решение мое и моей команды, что мы можем стать буфером между Китаем и всем Евразийским экономическом союзе. Мы будем производить автомобили в Казахстане, а дистрибьютировать их там уже будут китайские компании. Но произведены они будут не в Китае, а в Казахстане. Поэтому это очень большой шанс. Всю жизнь Российская Федерация нам чего-то поставляла, и у нас исторический шанс, чтобы мы поставили с высоким переделом. И мы создадим рабочие места, налоги, и все останется здесь нам. Это супер. Вот у нас еще буквально 4 минуты. И я хотел вот эти 4 минуты посвятить, наверное, не автомобильной теме, не теме будущего, а теме вашего музея.
Я был у вас в музее, который был возле одного из автосалонов здесь, в Алмате. И там было хорошо, компактно, приятно. Там были и картины, там были и разные произведения искусства. Особенно мне понравились произведения нашего казахстанского искусства. Сейчас мы ездим через большую, грандиозную стройку того музея, который планируется здесь, в Алмате. Я думаю, что он все-таки будет центром притяжения таких людей, которые связаны с искусством. Расскажите, пожалуйста, вот с этой сцены приоткройте завесу, что же там будет. Ну, мы не договаривались с организатором, что этот вопрос будет на повестке дня, но если это вот интересно аудитории, то... Интересно? Да. Спасибо за поддержку. Музей мы строим активно, должны были открыться в этом году. Ну, издание, наверное, будет в октябре-ноябре уже физически готово. Мы забор уберем и некоторые скульптуры выставим вокруг, очень красивые, там по 12 метров, по 8 метров. Но само открытие музея будет весной следующего года по причине, что есть работы, которые физически тяжело привезти из Америки. Например, наша скульптура Ричарда Сера, она по параметрам 155 тонн, 25 метров длиной, 14 шириной, 5 метров высотой. Это нереально. 18 грузовиков будут ее везти через Европу, причем нестандартная ширина грузовиков 5 метров. Там специальный корабль фрактуется. Ну, в общем, это целая боевая операция, все вещи привезти в наш музей, который мы купили по всему миру, а это очень значимые вещи. Поэтому мы откроем его в апреле следующего года. Но почему мы сделали музей? Спасибо, что вспомнили арт-центр Алма-Ата, около Toyota-центра Алма-Ата, он был на Суинбае. Это была галерея, в 90-х годах мы ее открыли, потом она как-то себя пережила физически. И потом мы долго созревали до музея. Музей, мне кажется, это отображение культуры и уровня любого мегаполиса. Вот такой город, как Алма-Ата, он должен был давно как-то разродиться каким-то новым музеем современного искусства. И то, что я и моя семья уже 30 лет собираем искусство, уже больше 1000 экземпляров нашей выставки, это обязывает. Уже хранить негде, потому что все автоцентры, все торговые центры, мы уже на заводе размещаем часть этих работ, они в запасниках где-то стоят. Но это несправедливо, это нужно где-то специально все это делать. И мы решили построить музей, безвозмездно передать всю коллекцию, но и музей строится за наши деньги, там нет государственного участия. И я очень рад, что физически могу при жизни все это сделать, и что меня поддерживает семья, меня поддерживает команда. Это удивительное время, ты в одну жизнь можешь столько запихать, я поэтому очень счастлив буду построить музей, всех пригласить туда, и буду считать, что это будет гордостью не только меня, нашего города. Но если там говорить, что внутри там сухая мастерская, там мокрая мастерская, так называемая, для детей. Там будет ресторан, там будет магазин сувениров на первом этаже. Очень большой зал, 1000 квадратных метров, 12 метров высотой, периодический зал, куда мы будем 2 раза в год привозить мировые выставки. Собственный фонд мы будем показывать. У нас будет работа Йо-Йо Кусамы, самая большая иммерсивная комната. Ансима Кифера, это была на биеннале 2 года назад заглавной работой в Венеции. И много других работ, которые мы свезем со всего мира. Это место must see, must be. То есть любой турист, приезжая в наш город, он пойдет туда и скажет, ну какие эти алматинцы крутые, они все могут, у них кроме гор еще и музей есть. Вот это круто, это ради этого стоит делать. Спасибо большое. Спасибо за ответы. Спасибо. Мы ждем и открытия музея, и открытия нового завода. И хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Пусть все ваши начинания приходят к успеху. А мы продолжаем. New Vision Forum. Да, спасибо большое устроителям, организаторам и, конечно, благодарны вот всем, кто меня слушал сегодня. Спасибо. Уважаемый Нурлан Эркебуланович, спасибо вам огромное за участие на New Vision Forum. Эти аплодисменты для вас. Максим Барышев, Нурлан Смагулов, спасибо большое.